Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы обсудим с вами феномен якутского менталитета. Как и в чем он проявляется и существует ли он вообще? Внимание на экран. Все народы имеют свои особенности. Якутяне, живущие в холодной и просторной республике, часто характеризуются как довольно холодные и закрытые, но при этом гостеприимные и добродушные. Владимир Дормидонтов – яркий представитель нового поколения якутской молодежи. Молодой человек с хорошим чувством юмора, он с детства проявляет свои творческие способности. Играет на хомусе, а ныне является студентом театрального вуза. Он стал известен как блогер, активно публиковавший свои вайны в социальных сетях, которые нашли отклик в сердцах сотен тысяч якутян. Закрепив свою популярность в Якутии, он активно масштабирует ее на всероссийском уровне. Насколько отличается аудитория Якутии от остальной России? Существует ли особенный якутский менталитет? Какой он? Значение слова «менталитет» как будто бы понятно и интуитивно. Как правило, под ним понимают какие-то общепризнанные понятия, то есть, собственно говоря, мировоззрение. И, как правило, фразой «такой менталитет» старается объяснить абсолютно все, что угодно. И чтобы поподробнее разобраться в этой теме, нам нужно будет разделиться на две группы. Оптимисты — это у нас те, кто считает то, что понятие «менталитет» оно существует. При этом они считают то, что якутский менталитет отличают с одной стороны и щедрость, и добродушие, с другой стороны холодность и закрытость. А пессимисты же считают наоборот, что никакого особенного якутского менталитета нет. Угу. Собственно говоря, оптимисты будут справа, пессимисты Слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Хомусист-виртуоз. Один из ярких представителей современной якутской молодежи. Владимир Дормидонтов. Так. Владимир, привет. Как настроение? Добрый вечер всем привет. Ребят, тоже большой привет, студия. Все классно, настроение прям суперское. Вот. Аплодисменты. Давайте подарим для начала. Владимир. Сейчас вам дается ровно минута, чтобы вы могли рассказать о себе. Меня зовут Дормидонтов Владимир, мне 22 года. Я студент сейчас Высшего театрального училища имени Щепкина. Учусь на актера, инфлюенсер, блогер, лидер мнений, вайнер, хомусист, этномузыкант и просто прикольный человек, наверное. Минута не прошла. Я думаю, достаточно, и можно поаплодировать. Здорово. Ну, мы непосредственно начинаем, как правило, с небольшого блиц-интервью, то есть быстрые вопросы, быстрые ответы. И первый вопрос. Владимир, кем ты хотел стать в детстве? Клоуном. Почему? Мне казалось это весело. Ну, ничего не поменялось, типа вайнер. Ну, не знаю, почему-то так. А потом, конечно же, юрист, адвокат и в итоге вот актер. Здорово. Второй вопрос. Есть ли у тебя на данный момент какая-либо мечта? Я не знаю, какой прям мечты нету. Прям, скорее всего, наоборот, цели. У меня цели большие, масштабные, но не буду вдаваться в подробности. Вот. Интересно узнать, есть ли у тебя наставники или наставник по жизни? Наставник по жизни — это, конечно, мои родители. Мама, папа, моя семья — это все мои наставники, путеводители моей жизни. И самое главное, что ты выделишь, чему они тебя научили? Они меня научили любить всех, уважительно относиться ко всем, любить свой народ, свою культуру и, естественно, наш родной якутский язык. Угу. Считаешь ли ты себя конфликтным человеком? Нет, нет. Назови, пожалуйста, свои основные положительные и отрицательные качества. Положительные, мне кажется, я ответственный, пунктуальный, пытаюсь им быть, творческий, а отрицательные, скорее всего, даже не знаю. С придыханием, да? Так я не знаю, что я могу сказать. Ну, скорее всего, очень эмоциональный. Вот. Ты выбрал актерский вуз. Планируешь ли ты дальше развиваться как актер?
Мне кажется, что совершенству нет предела, и всегда нужно заниматься саморазвитием. И если ты выбрал этот путь актера, то ты должен идти по заветам Михаила Семеновича Щепкина, священнодействуй или убирайся вон. Если ты актер, то ты должен всегда всю жизнь работать и саморазвиваться. Что тебе нравится и не нравится в нашей родной Якутии? Мне нравятся люди, мне нравится, как говорится, тема нашего сегодняшнего эфира, менталитет мне нравится. Мне нравится культура, мне нравится самобытность моего народа, мне нравится его язык. Из минусов я могу сказать то, что иногда мы можем быть не сплоченными. Ну, это когда как. Но на самом-то деле, как таковых минусов нету, я не вижу, потому что я, может быть, ослеплен патриотизмом, может быть, я ослеплен любовью к своей родине, но я как таковых громадных минусов не вижу. Как ты считаешь, известность и популярность, они могут испортить человека? Да. По мне не видно. Да нет, я шучу, конечно. Мне кажется, нет, если ты к этому осознанно относишься. Если ты не готов к этому, то, конечно, вскружить может голову каждому. Как ты считаешь, вот с приходом к тебе популярности, известности, изменилось ли отношение к тебе со стороны твоих друзей и знакомых? Друзей и знакомых скорее да, чем нет, потому что я сам изменился мой образ жизни, изменилось мое мировоззрение, я стал более ответственным, я стал более-менее взрослым, мне кажется, когда вот это вот понятие, как медийность ко мне пришла. Но в хорошем ключе изменилось отношение, не в отрицательном ни в коем случае. Есть ли у тебя девиз по жизни? Дальше больше, там, не знаю, песни Илвана. Я не могу так сказать, прям как такового девиза у меня нету. Итак, перед тобой сегодня те, кто постарается узнать тебя поближе. Это у нас, в частности, студенты, рабочая и творческая молодежь. Справа от тебя расположились оптимисты. Они считают то, что якутский менталитет, он есть, и его выделяют как раз-таки. С одной стороны, это добродушность, гостеприимность и в то же время холодность и закрытость. Слева от тебя расположились пессимисты. Они считают, что никакого особенного якутского менталитета нет. Ясно. Вот, давайте друг другу поаплодируем еще раз. Ну, ребята, к вам вопрос сразу же. Пожалуйста, поделитесь, почему вы оказались на той или иной стороне, чем обусловлен ваш выбор. Давайте начнем с оптимистов. Я думаю, то, что менталитет требуется выделять на критерии. Первое — это все-таки историческое, какие-то обусловленности народа, либо же личности самого человека. Второй критерий — это все-таки территориальный признак. Географический, климатический. Да, географический, я думаю, то, что это тоже имеет большое значение. Третий критерий — это все-таки его окружение. Если человек чаще всего общается с какой-то определенной группой, то он, как бы так сказать, все равно что-то берет из этой группы и через себя как-то проводит. И так и формируется менталитет. Спасибо. Давайте поаплодируем. Так, пессимисты, пожалуйста. Каждый человек индивидуален по-своему. Не важно там пола, народа, возраста. Да. Еще аплодисменты. Так, оптимисты. Я оказалась в этой группе, потому что я думаю, что якутский менталитет все-таки существует. Она исходит из наших исторических времен, из наших предков, да, показывает нашу культуру, самобытность якутского народа. Такого индивидуального менталитета, у всех есть индивидуальный менталитет, это особенность личности человека. И такого особенного менталитета именно народа Республики Саха-Якутия нету, как я думаю. Вот такое мое мнение. Хорошо, аплодисменты. Пожалуйста, оптимисты. Тоже считаю, что якутский менталитет, он существует. Якутское гостеприимство, оно по-своему выражается. Так, давайте последнее мнение послушаем. И я полностью согласна с мнениями моих коллег, тем, что у нас не отличается от всех народов наш менталитет. Его даже, скажем, не существует. Все разные. Хорошо, спасибо. Аплодисменты. Сейчас у вас есть возможность задавать вопрос нашему сегодняшнему гостю Владимиру. Пожалуйста. Начнем опять же, наверное, с оптимистов.
Много ли хейта вы получаете в свой адрес в связи с такой популярностью? Оно есть всегда и везде, и как бы это даже в социальных сетях, когда сейчас никак не регулируется, как пишут люди, что пишут люди, да, то, естественно, хейт он есть. И я бы не... Вот честно, вот могу сказать то, что у меня не так много, как могло быть. Оптимистов много, больше, как и в этой передаче, да, я могу сказать. Хейт есть, но он не так большой, не такой большой, как казалось бы. Пожалуйста, пессимисты, ваш вопрос. Чем из себя представляет менталитет и существует ли он? Ну, что из себя представляет менталитет именно якутский? Мне кажется, я более согласен с оптимистами, потому что менталитет якутский, он все равно, мне кажется, существует, потому что в якутском народе есть 3 этапа менталитета. Это дореволюционный, это СССРовский и российский. И как бы Google говорит то, что менталитет, он существует, и там четко и предельно ясно описывается якутский менталитет до революционного периода. Это получается естественный патриархат и уважение к предкам, любовь к природе, бережное отношение к природе, острый патриотизм, даже вот деление на улусах, и еще там кое-что было. И я могу сказать, я согласен с этим, то, что мы, якутский народ, мы очень любим свою природу, свою историю, свою дань предкам, мы очень хорошо соблюдаем. И мне, с одной стороны, тоже понятна ваша позиция, потому что вы являетесь зумерами. Как это понятно? Ну, типа бумеры, зумеры и так далее и тому прочее. И сейчас наше поколение зумеров, ну, не мое, по идее, я не зумер, но на самом-то деле я как человек, интернет-персонаж, я могу понять точку зрения зумеров, потому что сейчас теряются все грани, даже в гендерные грани, они у нас теряются, но все равно мы в Якутии более-менее консервативны в этом плане. Это я уже как блогер профессионально говорю, то, что я вот, например, анализирую поведение людей в интернете, в якутском сообществе, оно очень консервативное. И с одной стороны это хорошо, с другой стороны, это очень плохо, потому что мы не можем подойти под стандарты современного толерантного общества, да? Но, с другой стороны, мы сохраняем свою самобытность все равно, мы сохраняем свою историю и как бы отношение и к миру именно якутского формата. Вот. Аплодисменты. Пожалуйста, ребят, ваш вопрос. Как отражается твой якутский менталитет именно по отношению к твоим товарищам-сокурсникам? Товарищам... Ну, которые... С которыми ты обучаешься вместе? Да, одновузники. Да. С одновузниками, да. Кстати, очень тоже крутой вопрос, потому что, когда мы приехали, нас набрали же со всех уголков республики, и, получается, были разные менталитеты, соответственно, разное воспитание людей, и разные улусы были, разные районы, и мы заметили то, что мы очень зажаты на самом-то деле. Вот даже вот я сейчас смотрю на вас и с вами общаюсь, и половина из вас не смотрит мне в глаза. И я это понимаю как актер. Ну, типа, когда я хочу с вами завести диалог, я смотрю на ваши глаза, и мне с вами интересно. И это первый признак нашего менталитета, когда мы приходим в наше непривычное обстоятельство, вот, например, телевизионная студия, либо же, когда мы начинаем занятия по актерскому мастерству, когда мы приходили, мы тоже так сидели, как будто мы были виноваты перед ними, да? Они говорят, смотрите нам в глаза, а мы не можем никак. Это получается какая-то зажатость, которая у нас есть. Я это могу объяснить тем, что у нас, по идее, я говорю, это, грубо говоря, аласное мышление. Это когда генетически у нас заложено, когда мы делимся по аласам, и когда нам холодно, мы не привыкли коммуницировать с людьми. И как бы у нас очень сдержанные эмоции. Да, мы умеем радоваться, мы умеем любить, и мы, как все люди, да, но это у нас ярко не выражено. Вот, вы даже сейчас я пытаюсь вызвать у вас какую-то эмоцию, но вы все равно сидите и молча. И это наша отличительная черта за пределы республики. Мы, например, я заметил то, что мы очень как-то настороженно относимся, когда люди к нам обращаются, смотрят в глаза, улыбаются. Мы сразу такие в боевую стойку думаем, что такое, что не так. Когда смотрят на нас, улыбаются, мы уже начинаем смотреть, типа, что не так, как бы что-то не то, почему он смеется, типа, почему он улыбается. И нас очень трудно, как пластилинов, растормошить. Именно в плане раскрепощения, в плане общения, да, и это наша отличительная черта. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это тоже плохо. Я не могу сказать, что это супер как-то проблематично,
когда ты входишь в коммуницирование именно с другими народами или другими национальностями, да. Вот, как-то так. Хорошо, аплодисменты. Пожалуйста, ваши вопросы. Вот, Владимир, хотел спросить, я являюсь вашим фанатом, можно сказать, вашего творческого инстаграма. Вот, хотелось спросить вас, откуда вы берете образы для своих вайнов, для идей, можно сказать? Чем вдохновляетесь? Чем вдохновляетесь? Спасибо за очень интересный вопрос. На самом-то деле, это отсылки, сначала это были отсылки на произведение Алексея Алексеевича Полосковского «Портрет якутских женщин». Может быть, кто-то читали, может, смотрели спектакль, да, Алонхо театра. И там, получается, он описывает именно характер якутской женщины. Она может быть игривой, она может быть закрытой, как раз это в тему даже менталитета можно это приравнивать. Вот, первое вдохновение, именно отсылка к персонажам, именно некоторые вот читающие люди, я именно оставлял отсылки, когда я начинал это все снимать. Люди, типа, крылатые выражения именно из произведения, читающие люди, они сразу поняли, словили, это же Кулаковский. И это была очень такая многоходовочка, типа, вкусная, захватить аудиторию и мыслящую то же самое. У меня такой вопрос. Важны ли для тебя деньги? Нет, как ответить сразу на этот вопрос? Естественно, мы все люди, которые... у нас есть потребности, мы, конечно же, эти потребности проецируем через финансы. И, естественно, мне, как человек-инфлюенсеру, который имеет свой, как это сказать, инфобизнес и именно интернет-бизнес, это получается то же самое, как предприниматель. Я прихожу, я плачу налоги, я ИПшник, у меня есть ООО, и как мышление предпринимателя мне говорит, что да, финансы важны. А вот моя творческая нутро, актер, как музыкант, говорит, нет, Олег рвет рубашку, говорит, деньги нет, главное творчество. Не знаю, я весы, поэтому у меня такой дисбаланс идет жесткий. Но могу сказать то, что не прям важны, но и не важны. Без них никуда. Без них никуда. Да, без них никуда, но они не так важны, по идее. Да. Аплодисменты. Важны, но не нужны, да. Пожалуйста, еще вопросы. Сами ли вы решили попробовать себя в сфере музыканта, хомусиста в детстве? Да, получается то, что я с детства люблю творчество, и я рос в творческой среде, и это мой осознанный выбор. Меня не склоняли, не заставляли, я сам с детства очень музыкальный человек, очень творческий, и я без творчества не могу, без света софитов, без микрофонного эха я не могу жить, грубо говоря. Вот такой вот человек. Аплодисменты. Пожалуйста, вопрос. Есть ли у вас какие-нибудь принципы? Как и любому человеку, как и у любой личности, у меня есть определенные принципы по жизни. Если это интересно, то принципиально я за честность, за справедливость и за искренность. Именно справедливость в этом мире должна быть на первом месте. Вот. У меня такие принципы. Хорошо, аплодисменты. Собственно говоря, да, обсуждая якутский менталитет, тут, наверное, стоит обозначить позиции в целом наших граждан. Для этого мы подготовили видеоопрос. Собственно говоря, давайте его сейчас посмотрим. Друзья, внимание на экран. Существует ли якутский менталитет и какой он? В определенном понятии, я думаю, есть, но якутский менталитет можно разделить условно, мне кажется, на две вещи. На тот, что, можно сказать, в Якутске, и тот, который происходит в остальных регионах Якутии, в остальных улусах. Существует ли якутский менталитет? Возможно. В чем он проявляет? Что он себя представляет? Честно говоря, это сложно определить, пока не увидишься с русскими. Думаю, что существует. В чем он проявляет? Не знаю, наверное, в уважении своих традиций каких-то национальных, возможно, там отношение к пожилому населению нашей республики. Пожалуй, нет. Почему? Почему? Каждый сам имеет свой характер, и поэтому, я думаю, не существует менталитет. Существует ли понятие якутский менталитет? Конечно, да. В чем он выражается? Как это? Что он из себя представляет? Что именно любить свою родину.
Ну, это Именно положительно. Якутию, именно это положительно, но отрицательного нету. Отрицательный это не менталитет. Есть, да. В чем он существует. выражает? Ну так, прям точно ответ не скажу. В чем особенность вот якутского менталитета? То есть мы более, не знаю, холодные, какие-то, не знаю, негативные. Ну, для меня негативный. Мне кажется, у каждого народа существует свой менталитет. Также якутский, мне кажется, есть менталитет. Как вы считаете, в чем он проявляется? Мне кажется, то, что мы живем в таком районе, то, что холодно, немножко люди не такие открытые, немножечко замороженные, мне так кажется. Как видите, друзья, есть самые разные мнения. Кто-то даже считает, то, что наш менталитет, он более такой негативный. Хотелось бы услышать, на самом деле, ваши мнения, но перед этим давайте послушаем Владимира. Что ты сам думаешь? На самом деле, мне кажется, то, что якутский менталитет, он очень своеобразный. Но, говоря о его положительных качествах, естественно, это дань уважения к нашим предкам. Мы знаем свою историю, мы чтим свои традиции, мы соблюдаем наши традиции, и мы очень тесно связаны с нашей национальной культурой, с национальной кухней, с национальной одеждой, с национальной музыкой. И как бы каждый второй якутянин, мне кажется, молодой человек, он хотя бы раз должен был быть на нашем национальном празднике. Это уже о чем-то говорит, то, что мы чтим и помним все наше сокровище, достояние нашей республики. Хорошо. Ну, давайте обратимся к нашим, собственно говоря, участникам. Ребят, что вы думаете? Менталитет северных улусов тоже сохранился, и якутский также. На твой взгляд, то есть менталитет внутри нашей Якутии, он еще и делится, да? У кого-то у тех, кто северный, какой-то особенный, тех, кто южнее, другой. А в чем он выражается? Северный менталитет сохранил свое своеобразие до сих дней. Они учат своих детей своим традициям, культурам, сохранили язык своих предков, что в данное время очень важно. И я считаю, что якутский менталитет также должен оставаться в сердцах каждого из нас. Да, конечно. Хорошо, замечательно. Вы даже, хочу дополнить то, что, мне кажется, даже мы сохранили не то, что язык, а именно даже ритмику говора, да? Я вот постоянно, вот есть такое понятие в Якутии, то, что какой-то улус, у него есть определенный говор свой, диалекты, даже диалекты, да, и это тоже имеет очень весомый вес. Хорошо. Так, пожалуйста. У всех народов есть предки, у всех народов есть свои традиции, все их уважают, все их придерживаются, но у всех народов, как бы сказать, другой степень развития, как бы, у кого-то традиции там остались, кто-то не придерживается, а кто-то наоборот вспоминает, уважает. И, я бы хочу сказать, что типа у всех есть вот это. Это не отличительная черта нашего народа. Хорошо, интересное мнение. Что вы скажете? Я думаю, что якутский менталитет все-таки существует, потому что я думаю, что важной составляющей менталитета это является язык. Вот у нас есть якутский язык, и это очень такой является важной составляющей для якутского менталитета. Допустим, если мы начнем общаться там на русском языке, там, на китайском, на английском, то мы автоматически как бы отдаляемся, что ли, от якутского менталитета, и тем самым мы признаем то, что якутский менталитет, он существует. Да. И мы же все, когда домой приходим, начинаем на якутском языке разговаривать, и мы как бы автоматически уже входим в якутский менталитет. Очень круто. Кстати, я хочу дополнить мысль девушки, да, то, что, вот, например, вы говорите то, что есть, у всех есть понятие как язык, культура, преемственность, да, культурная, да, но это же не обозначает то, что это и не есть менталитет. Вы сами ответили на свой вопрос. Вот укажите мне на народ, у которого есть национальная принадлежность, у которого есть свой язык, но у которого нет менталитета. Вот такой вот интересная тоже мысль. Друзья, а согласны ли вы с тем, что вот принято считать, что менталитет он передается на генном уровне? Я не согласна с тем, что менталитет передается по генному уровне. типа
там по генам или нет, это скорее зависит типа, от воспитания. Типа, я воспитаю свою дочь с такими взглядами, вот-вот, но, как бы сказать, у меня с моими родителями, то есть это проблема отцов и детей, да, и сынов, совсем другие взгляды на мир, совсем другие. То есть я ребенок нового поколения, большой кругозор, как бы там, ну, интернет все. Не понимаешь их взглядов. Ага. И вот, например, у моих родителей совсем другой. То есть они живут в своей деревне, и их волнует только повседневное, там только... У них другие ценности. Ага. Ценности у них другие. Но у меня совсем другой взгляд на мир, и поэтому вот так. Да, я тоже считаю то, что типа на генетическом уровне это какой-то бред. Потому что, приведу пример, да, вот, например, у меня в Наслеге, где я жил, к нам в детстве переехала с Украины девочка. Мы всегда думали, ой, украинка, как она. На самом-то деле она вот росла именно в нашей якутской среде, и она сейчас такая якутка, то что она больше похожа на якутку, чем я. Считаю то, что у нее славянские корни, прям на генетическом уровне, да, но ничего прям такого украинского нету. У нее характер, мировосприятие и как бы такое же, как и у моих сверстников, которые мы росли. Ну, типа, она такая деревенская, сельская, якутская девушка. Хотя на самом-то деле она приехала с Украины. И как бы на генетическом уровне, если бы она бы приехала, она бы тоже просто бы не адаптировалась. Получается, все зависит от общества, правильно? Это зависит от общества и психосознания общества. Хорошо. Что вы считаете, оптимисты? Якутский менталитет не передается в генетическом уровне, а больше посредством воспитания и именно от родителей, да, сначала, потому что человек, именно маленький человек формируется сначала в первую очередь, ну, в окружении своих родителей, да, и они своему ребенку передают свою, ну, свои знания, свою именно знание о культуре, о якутском менталитете, и все это передается и сначала ребенку, и потом он формируется больше так, как личность. И вот, да, ну, в генетическом уровне это невозможно. Хорошо. Еще мнение? Я тоже считаю, что якутский менталитет не передается по генетическому уровню. И я считаю, что менталитет больше зависит от воспитания родителей, как сказала она. И, например, у меня папа саха, а мама вянка. И я не склоняюсь ни к какому из них. Я могу выбрать вообще китайский менталитет, например. Вот. И считаю, что менталитет у каждого индивидуальный. Да. Интересно. Я считаю, что на человека влияет не только его воспитание, а его окружение тоже влияет на него. То есть я росла в деревне, у меня родители живут сейчас в деревне, и когда я перебралась в город студентом, да, у меня тоже менталитет немножко поменялся, я стала более открытой, более общительной к людям. Вот. Я считаю, что окружение и, например, социальные сети тоже влияют на менталитет. На раскрепощение человека. Хорошо. По идее, менталитет зависит от родителей, да, во-первых, и зависит от себя, вот, именно вот, как ты ведешь себя и видишь, вот, и живешь. И от общества, конечно же. То есть, друзья, мы с вами сейчас приходим к выводу о том, что менталитет, он все-таки формируется не на генном уровне каком-то, а конкретно в обществе, правильно? В социуме. Да. Зададим себе вопросом. Где он все-таки больше проявляется? Внутри нашей республики или когда мы находимся это за пределами нее? Мне кажется, ну, мое мнение, то, что, естественно, это 100% извне. Ты начинаешь задумываться в свои именно интересные национальные черты, когда ты находишься за пределы именно не то чтобы даже республики, да, а именно даже когда ты за пределы России. Вот, например, я посетил более 90 городов мира, и как бы большие гастроли были, и разные коммуникации, работал с разными музыкантами мира, и получается, соответственно, как артист работал с разными зрителями, когда выступал на концертных площадках, вот, иностранных, и ты тогда замечаешь, как реагируют зрители в Якутии, как реагируют зрители иностранцы, да, и
вот когда я хожу, и это особенный диссонанс, когда ты, вот, наверное, ребята, которые были за границей, меня поймут, наверное, когда ты резко приезжаешь с другой страны в Россию, такое ощущение, как будто, типа, очень странное. И так, да, очень такой резкий диссонанс. И ты уже начинаешь задумываться, а есть ли у нас такое понятие, как менталитет? Вот. Это особенно познается в сравнении. Вот. Хорошо. Какие у вас еще есть мнения? Якутский менталитет проявляется именно когда мы за пределами нашей Якутии. И вот, к примеру, если взять, например, полный стадион людей, и одного человека вызывают, да, на сцену, и говорят, типа, рассказать, ну, поделиться своим мнением. И из якутов, наверное, вообще никто не выйдет, потому что они очень зажаты, они закрыты в себе, и в такой среде им непривычно. И тогда они только тогда они осознают, что именно так влияет их якутский менталитет, и вот так как-то они пытаются в себе это побороть. Хорошо. Можно я? Вот ее слова, типа, ни один якут не выйдет, да, но я думаю, это индивидуально, типа, от развития личности. Например, я бы вышла, потому что я активный человек. Я бы вышла. Вот, собственно говоря, Владимир, перед тем, как мы будем уже завершать, ребята там окончательно будут утверждаться в своих позициях, там, делать переходы. Хотелось бы от тебя услышать, какой ты совет дашь нашей сегодняшней аудитории? Изучайте свою культуру, изучайте свой быт, изучайте именно самопознание народа, психологию. Если вы будете так изучать именно в этом формате, то вы будете больше понимать своих сверстников, больше понимать именно свой народ. Вы должны быть патриотами, потому что нас и так мало на самом-то деле. И если мы будем каждый раз говорить то, что вот у нас все стирается, мы современные, типа мы в тренде, да, то от нашей самобытности мало чего останется. Вы должны понимать то, что якутский народ, он сам по себе очень, по сравнению с другими народами, мы молодой народ. Мы только-только встаем на ноги, и наша культура сейчас только сформировывается. И вы должны это понимать, и почитайте историю, вспомним нашу историю, да, и обратимся именно к нашей культуре. Если мы потеряем с вами свой язык, если мы потеряем свою самобытность, если мы потеряем свое именно самопознание национальное, то от нашей нации мало чего хорошего останется. Если мы будем ответственно и осознанно подходить к тому, что мы являемся именно лицом нашей нации, то я надеюсь, что нас ждет очень светлое и прекрасное будущее. Замечательно, спасибо, аплодисменты. А сейчас, друзья, у нас наступил тот самый момент истины, когда вы можете поменять свою точку зрения. То есть оптимист может перейти к пессимистам и наоборот. Ну и давайте на счет 3 совершим переход. 1, 2, 3. Переходим. Так, поаплодируем. Ну и двое у нас остались при мнении пессимист. Ребята, те, которые перешли, интересно узнать все же, почему вы сделали переход, почему поменяли свою точку зрения. Пожалуйста. Менталитет якутский особенный, оно все-таки присутствует. И к тому факту пришел к тому, что, ну да, замкнутость есть, оно всегда было и будет, наверное, я думаю. Но в большей части это зависит от воспитания. Но думаю, что якутский менталитет, оно само собой есть. И думаю, что будет. Это от культуры зависит и от самого человека. Вот. Хорошо, аплодисменты. Девушка, пожалуйста, тоже пару слов. Ну, я поняла, что якутский менталитет все-таки есть. Ребята, почему остались при своем мнении? Я думаю, что якутский менталитет есть, но у других отсутствует. Типа не уважают друг друга там в соцсетях. И все. Хорошо, давайте тоже поаплодируем. Владимир, сейчас обращаемся к тебе. У тебя есть возможность выделить одного и небольшой презент ему подарить лучшему участнику сегодняшней я встречи. подготовил презент.
Ну, он такой своеобразный. Это, получается, абонемент на очень известный один якутский фитнес-клуб. Вот, ну, типа про здоровье, про это, да? Да. Тема. Вот, я хочу этот сертификат подарить вот этой вот прекрасной девушке, потому что я Пожалуйста, очень выходи сюда. уважаю людей, которые до конца отстаивают свое мнение, и как бы, и даже если это мнение противоположно основной массе людей, это даже еще круче, когда человек именно говорит то, что он думает, и аргументирует самое главное. И это меня очень сильно впечатлило, и я слушал с упоением, как ваши точки зрения, и вы крутая. Вы тоже, ребята, вообще. Так, пожалуйста, представься, немного расскажи о себе. Меня зовут Кузьмина Саяна, я родом из Татинского Луса, село Торекюль. Являюсь первокурсником педагогического института, специальность логопедия. Замечательно, давайте поаплодируем. Наш победитель. Окей, друзья, мы в целом близки к тому, чтобы завершить нашу передачу. Сейчас приглашаем вас подняться сюда, на наш подиум, еще немного друг с другом пообщаться с нашим гостем, ну и, возможно, пофотографироваться. Пожалуйста, подходите сюда. С вами была телепередача «Я молодой», ее ведущие Лена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе на благо себя и родной республики. Всем пока! Программа «Я молодой» была для меня очень интересным опытом, на самом-то деле, потому что я обожаю дискутировать, я обожаю слышать разные мнения, разные позиции. И мне было очень интересно пообщаться с моими сверстниками именно с Якутска. Ребята очень сами своеобразные, очень самобытные, очень интересные личности, и мне было безумно интересно слушать их аргументы. И я считаю, что программа вышла очень интересной. Сам формат именно разговора, такого живого, интересного, и тем более на камеру, это очень интересный опыт для меня. Я желаю программе процветания, а ребятам успехов. Смотрите «Я молодой», смотрите НВК СХ и будьте с нами.